На днях стало известно, что Россия вернула в Кыргызстан около 120 тонн сельскохозяйственной продукции, которая должна была попасть на прилавки союзнического государства. Возможно, об этом никто бы и не узнал, если бы не сайт Россельхознадзора, где было заявлено о нарушениях порядка и правил ввоза. В итоге эта новость вызвала широкий резонанс как в обществе, так и в стенах парламента, где министра сельского хозяйства даже обвинили во лжи. Наши товары оттуда возвращаются. Хоть один министр на Совете в Евразэс поднял этот вопрос? Нет. Глава таможни, когда туда поедет, глава экономики и министр Чудуев, когда поедет, он хоть раз поднял этот вопрос? Нет. А почему вы всю ответственность выгружаете на президента? А вы чем занимаетесь тогда? Вот только коллеги министра Чудуева, которые встречи с журналистами постоянно игнорируют, не согласны с тем, что они не владеют информацией на местах. По их словам, когда говорят, что каждые 10 дней Роспотребнадзор возвращает в Кыргызстан тонны продукции, то винить в этом только чиновников неверно, ведь зачастую сами предприниматели идут на подделку сертификатов и справок, чтобы побыстрее отправить свой товар на рынки ЕАЭС. Мы спросили предпринимателей, почему они взяли сертификат на одну продукцию, а осуществляли экспорт еще и другой продукции. Как они нам объяснили, они взяли груз потому, что в грузовике было место, и они подумали взять лишний груз, чтобы подзаработать. Помимо этого, как пояснил чиновник, встречаются случаи, когда некоторые предприниматели вывозят продукцию вообще без сопроводительных документов. И пусть за это нарушителям грозит штраф от 5 до 17 тысяч сомов, а объемы возвращаемых грузов могут достигать от 200 до 500 тонн, отдельные воротилы бизнеса все равно идут на риск, и это нередко заканчивается печально. Имидж само портит само государство. Государство одно, народ другое. Это разные вещи. Государство, к сожалению, само подставляет себя таким образом, что вынуждает фермеров различным махинациям. Сами толкают. В этом году исполнилось ровно 4 года, как Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза. Но последние события, связанные с свободным передвижением капиталов и товаров, показывают то, как наша республика теряет и растрачивает весь потенциал ЕАЭС. И непонятно, куда делись все преимущества и льготы, которыми должны пользоваться сельхозпроизводители, и где находится этот самый рынок свободной торговли. Основной проблемой торговли с государственными партнерами является недостаточное соблюдение технических и фитосанитарных регламентов, утвержденных в ЕАЭС. Это главная причина отказа в допуске отечественных товаров на рынок союзнических государств. Подобные факты случаются несмотря на то, что партнеры официального Бишкека постоянно обещают поддерживать Кыргызстан. При этом эксперт отмечает, что в республике все еще не создана необходимая инфраструктура для сертификации товаров, а чиновники до сих пор не могут доступно объяснить земледельцам, какие справки им необходимо получить для отправки товаров в ЕАЭС и как правильно оформить груз. С одной стороны недопонимание, с другой чиновничьи недоработки. И в результате рынки Евразийского экономического союза остаются закрытыми для фермеров Кыргызстана. Медербек Мампеталиев, Илек Джуматаев, новости Ош Перим.